Beni kısçırıp 36 saat ağzını yapmadı. 36 saat kıçırdı. Bu akılga zarar bir şey bu. Nasıl dayandım yana balam? Врачlara, мне вот здесь горит, вот здесь болит, dedi. Семья Блязизовых из поселка Буюконлар потеряла 12-летнюю дочь Карину. Несчастные мать и бабушка девочки отказываются верить в случившееся. Трагедия произошла ночью 15 мая в Республиканской детской клинической больнице. В смерти своей младшей дочери женщина обвиняет врачей. Еще днем 9 мая ничего не предвещало беды, но к вечеру у ребенка поднялась температура, она стала жаловаться на сильную боль в бедре. Ночью мать вынуждена была вызвать скорую помощь. После укола обезболивающего девочка смогла уснуть, но на следующий день ее состояние ухудшилось. Тогда женщина обратилась в Республиканскую детскую клиническую больницу. Зашли 4 врача. Невролог, травматолог, хирург, педиатр. Померили температуру, у нее была температура 38,5. Они сказали, что у ребенка танзелит, дал осложнение на бедро, на сустав. И как бы нерв защемился за счет этого. Мы не госпитализируем, по месту жительства выписали ибупрофен. Мы на руках, на их глазах ребенка уехали. Приехали по месту жительства, я, говорит, вас госпитализирую. Видя ребенка, уже ребенок лежит на кушетке, я, говорит, вас положу, но у меня, кроме ибупрофена и аналгина, я вам ничего не сделаю, вам нужен невролог. Я говорю, мы только с Титова. Она пожала плечами, как Титова, вот в таком состоянии ребенка отправили. Ленура Ханым с ребенком на руках вернулась домой. 12 мая она обратилась в частную клинику к хирургу-ортопеду, где впервые ребенку было назначено лечение. У меня вот есть назначение. Мы начали все это делать поочередно, колоть, все, что назначил врач. Анализы крови были у нас с Титова. У нас с Титова был рентген. Он поставил диагноз саклеорит, сустав, сустав, ущемился нерв, какой-то воспаленный процесс пошел. Однако к вечеру девочка вновь начала жаловаться на сильные боли. Ленура Ханым повторно обратилась в Республиканскую детскую клиническую больницу, где, по ее словам, столкнулась с грубым обращением врачей. Невролог говорит, зачем вы приехали? Я к вам приехала, чтобы вы мне ребенка посмотрели. Что вы от меня хотите? Он стоит, он даже не подходит. Я обратилась к педиатру, второму врачу, мужчина в возрасте. Обратилась к врачу. Я говорю, у вас есть кто-то старший? Главврач, кто-то старший, чтобы мне осмотрели ребенка, раз невролог не хочет мне. Тут же немножко невролог поменялся, подошел к ребенку, пощупал, она кричала, где больно ей было, она кричала и просила, помогите, пожалуйста. Прибавили дозировку гормона и прибавили дозировку антибиотика. Прибавили домой. Ленуре Аблязизовой с ребенком вновь отказали в госпитализации. Вернувшись домой, женщина продолжила назначенное лечение дочери. Но днем 13 мая на руках у матери девочка стала терять сознание. Мать вызвала скорую помощь. Начали первую помощь. На фоне стресса, на фоне болевого шока у ребенка сахар поднялся на 11. Экстренно привезли ребенка. И какой-то врач, уже не помню, там суматоха, врачи. А зачем, говорит, вы ее сюда привезли? А почему вы, говорит, не повезли, говорит, свою больницу районную? В соматическом отделении началась борьба матери за жизнь Карины. 14 мая лечащий врач сообщил ей, что состояние ребенка уже крайне тяжелое, анализы плохие, увеличены селезенка и печень. Девочку готовили к пункции костного мозга, чтобы исключить страшное заболевание – лейкемию. Это было 14 число. Ничего не делали, не лечили ее, ни капельницей, ни обезболивающее. Ребенок как кричал, так и кричал. Ничего не делали. Я бегала к медсестрам туда-сюда. И они злились на меня, что я здесь не одна. Потом часиков 10 пришли 2 врача, 2 педиатра. Они вкололи ей внутривенно какой-то укол. Позже я спросила, какой укол, мне не ответили. Но после укола, через какое-то время ей стало хуже. У нее глаза вот на закате. И она мне задала вопрос. Мама, я не умру? Я говорю, нет. Ты еще молодая. Ты, говорю, не умрешь. Такие детки, как ты, молодые, не умирают. Ты мне обещаешь? Я говорю, я тебе обещаю, ты не умрешь. Где-то
Без 22 она начала у меня синеть. Губы начали синеть. Еще что-то вкололи ей внутривенно. Вкололи ей. Она уже сильно посинела, они сказали горячую... по телефону. Медсестре говорит, горячую грелку ей, еле теплую грелку медсестра принесла, горячий чай дайте. Она при врача говорит, мама, говорит, я не чувствую ног, у меня, говорит, ноги отрезали. Я говорю, нет, я начала при них, они просто стояли, 2 медсестры, 2 врача. Медсестра говорит, может, в реанимацию ее? Врач говорит, который стаж 27 лет. Не надо, она уже отходит. Врачи оставили Ленуру Ханам одну с умирающей на глазах дочерью. Через 2 минуты 12-летняя Карина скончалась. Причиной смерти в свидетельстве указана пневмония. Рентген они не делали, флюорографию они не делали, они сделали томографию бедра и легких. Если пневмония, почему они не подключили какие-то антибиотики? Последних 2 врача, которые рядом были, они видели ее дыхание, они видели, она пила при них воду, она захлебывалась. Почему они так поступили? Она вот умоляла, помогите мне. Почему? Кто мне за это ответит? Не было диагноза вообще, все было вопросительным. По факту смерти 12-летней Карины возбуждено уголовное дело. Наша съемочная группа отправилась в Республиканскую детскую клиническую больницу. Однако получить комментарии о случившемся нам не удалось.